В Генпрокуратуру Республики Таджикистан не поступало жалоб о применении пыток от задержанных журналистов и жителей Кбау. В Казахстане отметили День Республики впервые за 13 лет. Чехия официально закрыла границы для граждан России. Президент Франции попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену. Сегодня в работе WhatsApp произошел глобальный сбой. В Генеральную прокуратуру Таджикистана не поступило жалоб на применение пыток от задержанных журналистов и жителей Горно-Бадахшанской автономной области. Об этом заявил ответственный сотрудник Генпрокуратуры Республики Таджикистан Файзали Давлатзуда в кулуарах состоявшейся в Душанбе научно-практической конференции «Борьба с пытками. Опыт и достижения». Жалоб на применение пыток или жестокого обращения от задержанных журналистов, в том числе от Абдусатура Пирмухамадзуда, к нам не поступало. Об этом написали СМИ. Однако расследование по факту применения пыток надзорным органом проводится только после официального обращения задержанного, добавил Давлатзуда. Сегодня, 25 октября, в Душанбе состоялась научно-практическая конференция «Борьба с пытками. Опыт и достижения». Ее инициаторами стали коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане и Генеральная прокуратура Республики Таджикистан. В работе конференции участвовали представители Верховного суда Таджикистана, МВД, Офиса уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан, эксперты, представители международных организаций и посольств. Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности сообщает, что за последние 2 года было задокументировано 40 обращений граждан с жалобой на пытки и жестокое обращение. По данным Генпрокуратуры Республики Таджикистан, с начала 2022 года в надзорный орган поступило 6 жалоб на применение пыток, однако ни одна из жалоб не подтвердилась. Во вторник, 25 октября, Казахстан впервые за 13 лет отмечает День Республики. Праздник был упразднен в 2009-м, однако в этом году по инициативе президента Касыма-Жомарта Токаева ему вернули статус национального. В Астане и других крупных городах страны сегодня прошли торжественные и развлекательные мероприятия, а вечером в столице запланирован праздничный фейерверк, передает Казтаг. Утром перед резиденцией главы государства состоялась церемония поднятия государственного флага. Власти Чехии со вторника, 25 октября, официально закрыли въезд на территорию страны гражданам России по кратковременным шенгенским визам, выданным с целью туризма, посещения мероприятий культуры или спорта. Об этом заявил глава чешского МИД Ян Липавский. Данная мера распространяется на все туристические визы вне зависимости от выдавшего ее государства. Россиянам, которые прибывают на территории Чехии через внешние границы, шенгенские зоны, то есть через международные аэропорты, будет отказано во въезде. Исключение составят пассажиры, направляющиеся в республику с деловыми целями или на лечение. Чехия стала очередной страной после Польши и Финляндии, закрывшей свои границы для россиян на фоне войны в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху Московскому Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы попытаться остановить войну в Украине. Об этом сообщает агентство France 24 со ссылкой на французский еженедельник Le Point. Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса в Украине, сказал Макрон после встречи с понтификом в Ватикане. По мнению Макрона, Папа Римский может оказать влияние на Байдена, так как у них настоящие доверительные отношения. Президент Франции посетил Ватикан 24 октября, где в 3-й раз встретился с Папой Франциском. Они обменялись подарками и обсудили, среди прочего, войну в Украине. Сегодня днем, 25 октября, пользователи мессенджера WhatsApp начали сообщать о масштабном сбое в работе приложения. В нескольких странах отмечались трудности с отправкой сообщения. В настоящий момент работа мессенджера восстанавливается. Компания Meta Platforms сообщила Reuters, что знает о проблемах, которые возникли у пользователей, и работает над тем, чтобы их устранить. Ранее сообщалось, что утром пользователи мессенджера WhatsApp сообщили о сбое в ее работе, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Dow Detector.
Пользователи жаловались на неполадки при отправке сообщений. Например, не появляются две галочки при их доставке, и они не становятся голубыми при прочтении сообщения адресата. Проблемы наблюдались как в мобильном приложении, так и в веб-версии. Также возникли проблемы с непосредственно подключением к сервису.